Так. 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 Раз. Так. Угу. Так, привет, токарь. Здорово. Привет всем, кто подошел. Сегодня старт. Быстро. Если я захожу на стрим каждый раз, значит я занят. Понял. Это хорошо. Это хорошо, что ты чем-то занят. А не пьешь и куришь, не наркоманишь, как молодежь это делает обычно. Что? Ждем уголовку? По поводу чего? Я что, какое-то сообщение пропустил? Я сделал пиратский сайт с фильмами. Жесть. Не знаю даже, это стоит поощрять, ну типа говорит, блин, да ты хорош. Даже не знаю. Но звучит реально круто. Так, сейчас. Будем играть Fears of Fatum. Скорее всего, поэпизодно, каждый вечер. И сегодня у нас будет первый эпизод. Ну, я, кстати, один эпизод уже когда-то играл, поэтому, скорее всего, будем пропускать. По-моему, это был третий эпизод, а остальные эпизоды я вообще не играл. Как-то он там назывался, типа Карсон Хаус, по-моему. Да, Карсон Хаус, он так назывался. Карсон Хаус. Так. Специально еще шум подавления решил убрать, чтобы звук был получше микрофона. Окей, все. Так, где там она? Мы играем в первый эпизод. Называется «Один дома». Home Alone. Это не хоррор, если что. То, что вы видели на экране. Да? Ладно. Вот он. Fears of Fatum. Home Alone. Короче, игра построена каким образом? Это эпизодический хоррор. И пока эти
эпизодов 4. Скорее всего, потом еще выходить будут. Но прикол в том, что эти эпизоды основаны на каких-то страшных историях, присланные вот на этот адрес. Вот. fiercephantomstories@gmail.com. И в общем, прикольно. Типа, хочется верить, что истории реальные, и они, ну, такие, типа, довольно-таки стрёмные. Вот это вот хоррор довольно-таки крутой. Сборник мощный. В общем, давайте смотреть, играть. Я, по крайней мере, третий эпизод, который я играл, он реально был крут. Стрёмный шок, капец. Ладно, начинаем. Вот. Iron Bark Lookout будем играть. Да, Harson House я играл. Короче, вот Home Alone, потом Norwood Hitchhike поиграем и Iron Bark Lookout. Но, скорее всего, на каждый вечер по одному эпизоду будем проходить. Вот такие планы. Вот, тут даже написано. Страхи Фатома — это физический психологический хоррор-игра, где каждый эпизод иллюстрирован короткая история выжившими людьми, типа, так сказать. Как-то так. Ну, в общем, походу будет мощно. Home Alone. 12 июля. Знания английского, кстати, мне помогут. Так, я не хотел вылаживать это на Reddit, чтобы люди назвали это фикцией. Я даже не знаю, как начать. И простите за мой скилл рассказчика. Он типа хромает. Я думаю, что я просто начну. Окей. Это было середина лета. Мои родители покинули... Короче, ушли на выходные сделать какое-то путешествие по работе. И, в общем, я остался на выходные один. Также я чувствовал, что... Ну, короче... Ну, и у него на этой почве, типа, были какие-то проблемы со сном и вся херня. Предупах. Так. Я проснулся где-то в районе 8 вечера. После того, как поспал. Вздремнул немного. Так, окей. Окей. Лол, это его дом? В смысле, он... Эй, ты че танцевать-то начал? Чечетку-то. Я лег в кровать снова. Я встал. Окей, это все комментируется. Ну, райончик такой неплохой на самом деле, вы смотрите. Солнечно. Добрососедство, так сказать. Мне нужно было сделать домашнее задание этим вечером. Машина какая-то. Ну ладно, неважно. Видим просто проезжающая машина. Но мне нужно сначала что-нибудь поесть. Окей, все правильно. Я только что посмотрел классный влог. Нормально. Я потом тоже что-нибудь покажу. О! Сообщение от матери. Так.
Так. Почему ты так параноишь, мам? Так, что там? Ну, в общем, мама, видимо, беспокоится, что сын остался один на выходные и пишет всякое-всякое. Ну и, в общем, наш чел такой: да мне 14. Я жесткий. Ну и, в общем, он пишет, что я собираюсь заказать пиццу. Ничего не надо заказывать, я уже все сделал. Лазанья этим утром, короче. Проверь холодильник. Привет, Гудзон. Да, наконец-то хоррор. Окей, это вот сегодня в 8 вечера, вот только что мать написала. Короче, холодильник проверь, говорит. Также сегодня в 5 часов вечера, получается, 2,5 часа назад, наш чел переписывался с каким-то Мейсоном Оливером. И он, видимо, затевает вечерину у себя. Здорово. Йоу. Ты собираешься идти к Джессике завтра? Да, я слышал, что Джош тоже идет. Выбью. IDQ. I don't know. А что такое выбью тогда? Ладно, хрень какая-то. А что такого? Ты не видел ее вчера? Что? Да, она не появилась, это... Ну и больше для нее не важно. Ты важен. Чё, блин? Также ты умножаешь себя, трача световые квадраты на твою энергию. Я думаю, что энергия тогда. Хаос чем? Чё, блин? Да, дерьмо. Я тотально забыл, возможно, сегодня ночью. То же самое, лол. Мои родители уехали на ночь. Ты придешь? Мы могли бы поиграть в Марио Карт. Да, я дам тебе знать. Окей, Джош. Позови Джоша тоже. Не могу обещать, чувак. Возможно, будут планы с Нат. Ну, в общем, пошлите. Лазанью надо покушаться. Дом такой довольно-таки большой, да? Не спрашивайте меня, зачем я пошел в комнату родителям. Ничего за хер. Сосед наш, что ли? Ах, хер ли он делает на моей лужайке, мразь. Ща я по-американски вытащу, сука, ствол батин и выстрелю в соседа. Даже если он будет не на моей лужайке, я перетащу его тело, лужайку мою. И скажу, это была, блин, это право моей первой поправки, между прочим. А чё мне на музыка напрягает уже? Типа, вы чё? Рановато, по-моему. Жесть! Вот это холодильник. Да, у меня такого холодильника нет. Ну, в смысле... У меня только молоко стоит тут справа. И острый соус. Морковка снизу. Вот тут вот. И... все. Да. Так. Ладно, не будем о грустном. Давайте отнесем лазанью. А где микроволновка? У меня кетчуп еще. У меня майонез, по-моему, еще был. Так, а где греют американцы еду? Загадка Шака фреска.
Да? В духовке, блин? Чуки-пики. Жесть, тут еще и задний двор у меня имеется. А... Да ядрить он открытый. Задний двор-то этот. Там функция подогрева. И чё? Реально вот так вот? А, я люблю смотреть телек и кушать. Ёпта, уже вечер прям такой. О, да. Чего ты? А что я смотрю? А, кушаю. Окей. Лол. Блять, там чел поднялся. Кушай, 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 кушай. Быстро кушай. Я видел. Нахуй я телек вырублю, пожалуй. Ну, много, конечно, но... Круто, мам. Окей. А я могу просто выйти? Не стрёмно, наверное, подниматься. Ну там реально уже кто-то есть. Да я же видел, но... Вот ладно, если бы я не видел. Но я же видел. Сука, а где он прячется? Явно тут, нахуй. Я всегда закрываю дверь перед тем, как ложиться спать. Блин. А, просто закрываю дверь. Ой, эти американцы вообще не понимаю. А, мне нужно сделать домашнюю работу. — 12:38. Следующий день уже наступил. Я закончил с домашним заданием. Угу. Че, спать? А, или это как считается? Подождите, я не понял. Как-то странно у них время показывается. Или я чего-то не понимаю. 12:30. Это morning. Это же получается следующий день уже, или полночь 30 минут, типа.
Угу. Не сиди допоздна, пишет мама. Час 16 ночи. Я проснулся, чтобы попить воды. Ёбаный в рот. Че у меня музыка так температурит-то? Кошмар какой-то. Блин, тупые американцы. Так, пойду-ка я все в кровать. Просто лягу спать. Блин, как же стучит в ушах. Кошмар, нахер музыка, сука, стрёмная. Ты тут? А кто у твоей двери? Что, блядь? Блять. Я посмотрел на приемную. Мы звоним полиции. Заприте двери. Не отвечайте в двери. Спрячь в своих комнатах. Ладно, я послушаю мать. А как запирать двери, я хуй знает. Они просто закрытые, типа. Спрятаться. Господи, боже мой. Обалдеть, он тупо ворвался. Да не, я тут до победного. Не-не-не, вообще не согласен. Маме очень жаль. Ты слышишь ее? Все будет хорошо. Пола? Да не, это не Пола. Нахер. Все, я валяюсь под кроватью. Насрать, вообще максимально насрать. Не, ну если первый эпизод будет короткий, то я второй сразу запущу. Я в шоке. У них так небезопасно в этой Америке. Наркоманы всякие там прочие. Еще их дома так поставлены. Пипец вообще. Сакуха. Ну, блин.
Зато проживу дольше. Дома из картона, да-да. Ладно. Видимо, надо чекать. Рюкзак. Ну, он стоит там. План моих действий какой? Без палева пройду. Гейм Рауля. Да я прошел? Игра выключилась. Просто выключилась. Блин. Черт. Ну ладно, давайте второй эпизод. Что-то быстро. Ну вот так вот, ребята. Поняли, да, как надо действовать? Не действуйте, как говорит ваш друган там какой-нибудь там Гудзон. Иди на мужика. Вперед. Не, просто тихо сышь под кроватью. Ждешь, пока копу приедут. Все нормально, на. Так. Ну, внезапно второй эпизод, ребята, второй эпизод. Называется Норвудский Хичхайкер. Хичхайкер. Хичхайк. Типа попутчик. Я думаю, что да, маме подарить Xiaomi Band норм для матери. Да, ну вообще... Не, вот смотри. Любой подарок для матери в плане как телефон или там ноутбук, ну что-нибудь такое, знаешь, что обычно тебе, ну, по молодости. Я и телефон старый свои отдаю. Ну тогда сделай это красиво. Подарочные оберточки, там все дела. Чтоб приятно было. Мне батя как-то вот давным-давно, когда я в школе учился, подарил вот подобные часы. Вот такие вот. Видите, да? Так вот, однажды потерял такой, но всегда покупаю вот повторно такие же. Потому что было очень приятно получить такой подарок. Мама любит гулять, а там пульс. Ну, умный этот получается, как нужен. Умные часы. Умные часы и там. Все в таком духе. Телефон. Ну, это уже круто, да. То, что телефон дарится, это уже супер круто. Я не могу сам упаковать, я же живу за 3-9 земель.
В смысле? Ну, руки есть. Это что такое? Хотя это... Ой, toch нету. Ой, да печенья нету, да. Вот легпуть потом. Посмотрим. О. Фак. Лучший мой подарок был ноут для мамы. Она прямо расцвела. Теперь вообще шарит очень хорошо для пенсионеров. Так это надо мне самому заказать, а потом посылку отправить еще отдельно. В смысле? Ты просто берешь телефон, его, да, упаковываешь в подарочную обертку, потом берешь посылочку, точнее, как упаковывается посылка, как там положено, я не знаю, упаковываешь его как положено и все отправляешь. Приезжает к матери, она видит, открывает посылку, а там подарочная обертка с открыточкой. И такой, типа, вау, прикольно. Уже настроение годное. Посмотрите, 40 минут все проходит. Ждать 100 лет. Тогда предлагаю напрячь кого-нибудь, кто живет там, где живет твоя мама, за вознаграждение, чтобы человек был замотивирован это сделать. И он пойдет, все это сделает там, как положено, вручит маме подарок и все вот это вот. Да, было бы прикольно на самом деле, конечно. Ну что, давайте начинаем второй эпизод. Норвудский попутчик. Походу топовая тема. Привет, краска дешево. Здорово. Блин, я хочу побриться на самом деле. Че думаете? С утра хоть не буду, наверное, но все остальное побрить. Это случилось со мной, когда мне было 19. Оу, щит. Сейчас мне немного за 21. Длину убери просто. Окей. Я до сих пор помню это очень ясно, потому что охереть как пересрал. И первое, что я сделал, написал об этом в интернете. И когда я уже, так сказать, выговорился, это мне немного помогло. И харизму придает. Борода странит прям. Спасибо. Я был одним из тех людей, которые любят gaming conventions, типа собрание да. I go to every convention. И в общем он любил ходить на каждое такое собрание. И иногда я даже встречался с некоторыми друзьями из сети. И в общем мои родители не были столь взволнованы, или они не боялись того, что я типа уезжаю на какие-то другие штаты. Но также и билет был слишком дорогой. Окей. Собрание, да. Это собрание должно быть отличным, так сказать. Собрание было крутым.
офигенно, великим. И после я поехал домой. Но как только я, поехал, я вдруг вскоре осознал, что трафик на дороге был ужасным. И я решил пойти более длинным путем, избегая трафика. И это было немного больше 12 часов езды. Охереть. Ну. Ой. Круто. Окей, я управляю тачкой прям. Блин. Ты угораешь, я не буду отвечать. Я за рулем. Блин, не люблю тех людей, которые, сука, переписываются за рулем. Мне каждый раз стремает это дерьмо. Приеду домой, отвечу, господи. Ну, блин, батя пишет. Ладно, так давайте-ка я приторможу тогда. Так, куда ты приехал? Все еще, где-то от 6 часов от города. Застрял на пробке. Езжай в безопасном холле. А, мы играем за девушку. Так, что там пишет Эйден Уильямс? Ладно. Какой-то парень, который находится на френдзоне, так скажем. Он не столь важен. Главное приехать домой к любящим родителям. Твою мать. Я вдруг осознала, что у меня закончился бензин. Сраная гейминг-конвенции. Так, это вообще пипец. Я ж тебе говорил купить билет на самолет. Ох, Холли. Становится поздно. А будет очень поздно, когда ты вернешься. Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо. Но батя волнуется, да. Блин, надеюсь... Опачки. Опачки. Повезло, повезло. Я ж правильно припарковался? Подожди, а где тут дырка от бензобака? Так, колонка номер 3. Мэм. На памп 2, подожди. Мама пишет. Холли, мама. Блин, у нас iPhone. За яблочницу играем.
Apple Vision. Блин, ну и Калани машина просто... Как же она туго поворачивает. О, боже, ты просто посмотри, как это сложно. Так, сейчас. Не, я фулл разворот делать не буду, ну его нахер. Я буду потом год целый разворачиваться. Это у меня такой дебаф стоит, потому что я играю за девушку или что? Почему я так плохо в вождении? Так. Все. Да, все правильно, вторая. Так, на $10 заправьте меня. Что такое? Вы собираетесь ехать к мосту одна? Мост? Норвудский... Вэлли. Что такое Вэлли? Типа долина? Норвудская дорожная долина, я имею в виду. Не так уж и много людей ездит по этой дороге в это время года. Окей. Будьте осторожны. Что вы имеете в виду? Около века назад... Около века много народу там пропадает. И люди, которые их искали, не вернулись. Местные говорят, что что есть монстр Норвудской долины. Я могу воспользоваться туалетом? И он не чистый. Но я, пожалуй, воспользуюсь. Долина Норвуд. Дорога долины в Норвуд. И еще одна штука. Если вы увидите женщину в белом или в голубом... А? Нет, не зомби, но есть монстры. Если вы увидите женщину в белом или в голубом, не останавливайтесь, типа, ну, понял. Короче, она будет пытаться остановиться, и это, ну, точнее, эй, подвезите меня. Просто жмите на газ настолько тяжело, насколько можете. Кто она? Некоторые люди говорят, что она умерла в дорожном происшествии в ночь, выпускную ночь. Некоторые говорят, что она ищет отомщение за то, что ее изнасиловали и убили там. Ну и в общем, она ищет крови. Ну, как бы то ни было, никогда, ни в коем случае не подбирайте попутчиков. Эти люди на дороге, выставляющие свои пальцы. А? Хана. Хана. Алло. Тугус это? Так это же зубная паста, не? Пахарска.
Я. Окей. Предупрежден, значит вооружен. Так, не надо сменить тампоны. Так мама пишет. Собачью еду. Собачья еда. Собачья еда. Ну тут только бухло и... О. Для собаки. Купил немного собачьей еды. Нормально. Так, туалет. А чё так стрёмно? Мне туалет нужен. Вроде она в туалет хочет. Угу. Ну ладно, у них туалет, видимо, ну, не юзабельный. Я не хочу это. Да, у них туалет только на улице. Так, я наполнил... Короче, все. Заправились. Нормально. Поехали. Угу. Папа, будем пить? То на баглах, то. Опять? Когда я была в дороге, я вдруг осознала одну штуку. Монстры реально существуют. И каждый из них смотрит на тебя, как будто... И смотрит на тебя, как ты и я. А точнее, выглядит не так, как ты и я. Как я выключил? Что за дерьмо? Нормально. Спартак чемпион. Что там, папа? Блин, что со светом? А. Ё-моё. Ну я за рулем, дети. А я могу как-то свет... Нормально. Ну то едем куда-то. Ну, точнее, домой едем. Ну пока без происшествий. Тихо, тихо. Ой, какая плохая дорога. Ой, какая плохая дорога. Внезапные русские дороги. Так, мост переезжаем, переезжаем мост.
Тот чел из заправки сказал, что через, ну, когда будем проезжать через мост, все дерьмо начнется, да? Я был не лучшим ездаком. А я только что поцарапал машину, да? Да что с машиной-то творится? Ясно, нахер. Но это радио, как и Silent Hill, знаете, тоже предупреждало о том, что монстры рядом. Машина стоит. Но мы тормозить не будем, мы едем просто домой. Насрать на зайца. Чё он так кряхтит? Зайцы тоже опасные. Очевидно. Это что, еще один мост? Я надеюсь, не пропустил никакой поворот. Это была очень странная ночь. Какие-то доски мне мешали проехать. Насрать на доски, я объеду. Это ты-тма. А, да? Понимаю. А вообще, машина, она типа такая. Сколько у нее лошадиных сил? Я же могу просто растолкать эти бревна, не? И что делать? Баба, там пока. Патя. Это пила патя. Ладно. Это мама бать. Мама бать. А, то есть руками я это сделать могу, но машины нет, да? Папа. Да чё вы сами-то разъезжайтесь-то туда-сюда? Все. Ну давайте уже до конца. Какие-то поползновения уже в кустах. Мама, поем. Мама, поем. А, ну конечно. Я в дерьме, да? Да, застрял посреди дороги. Привет, Влад.
А, все, машина сломалась. Теперь мы сами стали попутчиками и ждем, пока проедет машина. Как дела? Да нормально. Я слышу, что приближалась машина. Чистое зло. Да не убьют меня в конце драйва. (10:43). Ну и дерьмо. Прикиньте, как пересрались ее родители. Блин, какой-то пикапчик остановился. А, ты та девушка из заправочной станции. Спасибо, большое спасибо, что вы остановились. Что ты здесь пытаешься найти? Что ты тут делаешь вообще? Я думаю, что моя машина сломалась. Я не могу позвать на помощь, так как у меня телефон не ловит. Вы не против, если я прокачусь с вами? И куда ты едешь? Да просто в ближайшее место, откуда я могу позвать на помощь. Да, залезай. Большое спасибо. Можно я возьму свои вещи? Поторопись, пожалуйста. Окей. Давайте. Какой хороший, добрый человек. Ну, первым делом, конечно, скейт. А, я могу по 2 вещи брать. Это собачья еда. Надеюсь, эта мразь не уедет. На кепку насрать, наверное, или все-таки возьму? Заберу, конечно, ладно. Все, я закончил. Наконец-то. Так, теперь да, запрыгивай. Ну, вроде все хорошо. А что за звуки? Это из игры? Так ты хочешь сказать мне, что... так ты не хочешь сказать мне, кто ты и куда ты собираешься ехать? Да, я бы хотела не говорить, если это нормально.
Да, я ехала домой. И этот кусок говна сломалась. Джейсон. Что? Меня зовут Джейсон. It's nice to meet you, Джейсон. Что? Тебе реально повезло, что я был на этой дороге этой ночью. То есть я хочу сказать, что ты храбрая молодая женщина. И как это? Ты хоть имеешь представление, что случилось с твоей машиной там? Я не знаю. Она никогда вот так вот не ломалась до этого. Он моего отца, и он довольно-таки старый. Окей. Пока по-светски базарим, разговариваем, все хорошо. Так, что ты думаешь о том, что тебе сказал тот парень? Ну, он меня довольно-таки напугал, на самом деле. Интересно. Идиот рассказывает это каждому человеку, который путешествует здесь. Типа всех пугает. И странно, звучок, как будто кто-то базарит. Записи какого-то ТЦ или ресторан, как будто бы, не знаю. Так, это правда? Что, монстр? Ну, давайте посмотрим. Я никогда не видел монстров сам, но здесь есть вещи. И здесь случаются вещи, и то, что твоя машина сломалась, возможно, одна из этих вещей, так сказать. Послушай, я не хочу звучать как придурок, но просто запомни это. Если ты не беспокоишь их, они не беспокоят тебя. Окей. Запомни. Ты знаешь, прости, что был таким мудаком до этого. Я просто не лажу с людьми. Окей, ладно. Понимаю. Окей, нормально. Нет, это не она, это другая, это Fears of Atom. После небольшого разговорчика он меня высадил у мотеля. И они вызвали службу по помощи на дороге. И также я думаю, что смог бы немного отдохнуть. Так, будь осторожны, здесь есть разные люди, он сказал, прежде чем уйти. Очень похоже. Хороший человек, хороший. О, дерьмо, вы гляньте на эту машину. Большой Мак. КВ-6975. Да. Чел в такой же полосатой одежде. Мужик выглядел очень стрёмно, насколько это было возможно.
Так, для мадам нужна комната на этой ночью. Типа. А это про вышки? Это типа охранник на вышках, пожарник или как их? Не, это другая. Это второй эпизод. Я еду из какой-то собрания гей-меров, по-моему. И на отцовской тачке еду домой из такого собрания гей-меров. Вот, и машина сломалась. И до этого у меня кончался бензин, и я останавливался в заправке. И на заправке чел мне один рассказал то, что... То есть совсем новая игра? Не, это старая. И чел на заправке мне сказал, типа... Слышь, ты вот собираешься ехать на долину... Как он сказал? Короче, по этой дороге там стрёмно, короче, всякое бывает. Никогда не останавливайся и не подбирай попутчиков, особенно женщину в белом или в голубом. Что-то такое он сказал. Ну, типа, подстерег меня. Типа, остерегайся, остерегайся. Так, ну, короче, в общем, да, я собираюсь остаться здесь на несколько часов. Привет, Мизикраф. Я буду женщиной в белом. Так, $40 для одного. Только наличные. Охереть, $40 ночь. Дохерища что-то. Ваша комната номер 9. Прям тут. Так сказать об машине. $90, и Томми разберет с вашей машиной к следующему утру. Заплатить $90. Отлично. Я скажу Томми, чтоб знал. И еще одна вещь. И, пожалуйста, не старайтесь не беспокоить других гостей. Твою мать, комната номер 9. Она где? Раз, два. Раз. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9. Вот она. Ну, это да. Холли, Холли. Братан, ты где? Твой батя звонил мне. 1К руб. Это $10, да. Было тепло и мило внутри. Без матраса, да? Я балдею просто. Четко вообще. Мотель. Офигенно. Без матрасов. Тупо кайф. Я живу по курсу 32 рубля за бакс. Жду те времена. А, то есть вещей не надо, да? Ну ладно, давайте оглянемся в комнате, посмотрим. Видимо, этого хотят от меня. Я не могу спать здесь. Окей, типа можно прятаться. Блин, да так, о, боже, собака. Что ты тут делаешь?
Ты напугал дерьмо из меня. Хе-хе-хе. Ты кто ты? Я Томми. К обслуживанию номеров. И что ты тут делаешь? Ну ты знаешь, убирал всякое. Так, парень за главным столом дал мне эту комнату. Хе-хе-хе. Я должен спросить тебя. Я должен попросить тебя покинуть комнату, пока я разбираюсь с твоей комнатой. Хорошо, я заберу свои вещи. Хе-хе-хе, да. Да. Говнюк вонючий. Жесть, я пересрал. Бочком я двигаюсь быстрее, кстати. Привет, Лафайет. Я работаю фончиком, послушай, как ты тут пугаешься. Опять какой-то инди-хоррор, не японский случайно опять. Тогда был странный хоррор про магазин какой-то. Я вспомнил, как это называется. Ну, разраба. Chillas Art. Не, это другая. Это вот прям, Fears of Fatum, так и называется. Смотрел сегодня Stray, ему 100к за 2 суток задонатил один человек. Stray. Что мы делаем не так? Да все так. Просто, не знаю. Повезло, не повезло, не знаю. Это же все дело случая, как бы чел. Просто, видимо, смотрит его и так далее. Шиншилла Артс. У них лого Шиншилла. Да, но я читаю как Chillas Art. Там Чила написано. Чел в доту играет красиво. Ну вот я онлайновые игры не особо играю. Если играю, то это КС или что-нибудь типа того. Так, в общем, нужно поговорить с Джо про ситуацию. Что не так с этими людьми? Пощада, пощада, пощада. Но не беспокойся. Здесь безопасно. Я заберу твою машину. И также телефон в комнате не работает. Если что-нибудь понадобится, просто попроси об этом на главном столе. Мордопи 1 активировал награду за 10. О, привет, Маридоп. Привет, привет. Играл от шиншиллы хорроров про стримершу. Не страшно. Нет, пока не играл. Но можно было бы. Можно было бы. Привет, привет. Так. Мы пытаемся починить, но у нас мы постараемся справиться, но у нас в последнее время не так уж много гостей. Хе-хе-хе. Но ты тут. Доброй ночи. Пошел вон. Все. Таблетосы всякие. Ты смотри, застелил мне кровать. Нормально. Могу даже душ принять. Добро.
Блин. А это про охранника? По-моему... Не, это про девушку. Мы играем за девушку, которая... Поехала на... Этот самый... На игровую конвенцию. И едет с игровой конвенции домой. Она фанатка, короче, типа этих игровых собраний, типа... Game Awards, там, типа, Blizzard. Да, короче, вы поняли. Где собираются всякие разные геймеры. И, ну, вот так вот, в общем. Так, жестко пугаешься, оказывается. Mortuary Assistant играл кайфово из всех хорроров, что я играл. Ну, привет, Вонка. Mortuary Assistant. Блин, надо бы поиграть. Я играл. Просто она же такая играбельная. Можно ее несколько раз пройти. Она, так сказать, сессионная, я бы сказал. Много раз можно проходить. Да, кстати, надо бодить. Мои стримерские уши. Совсем забыл они. Я думаю, что ты жестко орать будешь. I don't think so, как говорится. Ладно, ляжем спать, нахер. Все, засыпаем. Я не могла избавиться от чувства, что что-то не так. Горячая кружка кофе могла бы мне помочь. Она, короче, немного жестко сакует, ребят. Ну тут чел на меня поглядывал. Кто-то ссал только что в соседней комнате. И это было слышно. Ну, типа, веселого тут мало, конечно. Ну, пойдемте. Блин. Тут тоже есть шиншилла про караоке. А, да, я играл. Про караоке я играл. Короче, от шиншиллы я играл про караоке, про кафешку, где работаешь баристой, также про доставщика, ну, про курьера, которые доставляют всякие разные посылки по этажам одного дома. Там есть один, сука, стрёмный момент, где-то пересрал тогда. Просто бред какой-то. Скримеры есть, Претерсон? Да, есть. Я тут не так давно чуть не охерел сейчас. Про стримишу не играл только. Ну, получается так, да. Боже. Блин, не знаю даже. У тебя отличная ночь, чтоб поспать. Наверное. Окей, ладно. Парасошел. Так. Кружечка кофе. Только тут нету. Где кружечка кофе? Кола, шоколадка, газировка, мясная закуска, ореховая шоколадка, освежающая газировка, пузырышная напиток, морковный напиток, апельсиновый напиток. Ядрить тут много. Молочный шоколад.
шоколадные конфетки. Грейпфрутовый напиток. Шоколадка. Бутылка колы. Окей. Шоколадка. Начос. Шоколадка. Мясные. Картошечные чипсы. Лаймовый напиток. Луковые колечки. Опять ореховый. О, энергетик. Блин, энергетик вообще я бы купил на самом деле. Я попробовал морковный. Ну, морковный такой, да. Беру, короче, энергетик. Я не буду спать этой ночью. Употребление этих вещей увеличивает вашу скорость бега. Самое то. О, ядрить я шустрый. Я Барялин. И я Флэш. Все. Устала. Пойду спать. Никакая сволочь не зашла мне ко мне. Надеюсь, все в порядке. Могу я вырубить свет, пожалуйста? Е-мое. Да ладно, кофе? Ты серьезно? Где я тебе рожу кофе, мать? Вот это квест. А? Что такое, это сварка, что ли? Не пойму. Блин, ей нужно кофе. А, вот кофе. Эспрессо, капучино. Капучино, давайте. Я не могла просто вернуть в свою комнату. Что? Опа. А кофеек-то был сюрпризом. Служащий, помогите. У меня передоз. Кофея. Help. Там комната номер 9. Ладно. Пойду в комнату номер 9. Дюп. Скибидип-дип. Скибидип-дип. Дип-дип-дип. Папа пишет, найс.
Блевать. Соль. В такой ситуации надо выпить воды с солью, чтобы выблевать это дерьмо. Очевидно. Что-то плохо. От воды с солью рвотный рефлекс? Нет, от воды с солью очищение какое-то будет хоть. А потом вызываешь рвотный рефлекс. И меня седатировали. Блять. Меня трахнули в жопу. Очевидно. Чё-то по второму кругу, видимо, трахнули теперь. Ё-моё. В смысле? О боже, прям отсюда ядри далеко. Да, почему соль именно? Очищение организма. Проще просто воды напиться. Не, соль очистит. Очищает. Прихватит всякое дерьмо с собой. Когда ты будешь потом вызывать рвотный рефлекс. А просто с водой оно, ну, не будет делать такой, ну, хиляющий эффект, я считаю. Ядрить. Ёшки. А что делать-то в этой ситуации реально? Меня жестко наркоманят. И потом я просто... становлюсь изнасилованным. Выйти из комнаты нельзя. Спрятаться-то хер где спрячешься, как будто бы. В туалет-то заходить тоже полный кал какой-то, если честно. Да как по мне, выход вообще не пить кофе. Ну реально, типа, чем ей бутылированная вот это вот энергетик, там кола не зашли. Именно кофе надо было ей. Что за прикол? Вот вчера же смотрели только видео про Японию, там где ситуация, короче, была в Токио. Там люди умирали из-за того, что они, ну, пили оставленные напитки у
торговых автоматов. Короче, ситуация какая? Там какая-то акция была у торговых автоматов, там у какого-то определенного напитка или вообще у автоматов в целом. То, что ты покупаешь одну бутылку и тебе, ну, дарят второй в подарок. И обычно, типа, японцы, они берут одну бутылку выпивают на месте, а вторую оставляют для следующего покупателя. Типа на халяву, чтоб тот от этого. Ну и в общем, чё? Оставлены вот такие вот бутылки, их отравляли какими-то токсинами, и люди, выпивая, умирали там через какое-то время. И выяснили, что, ну, все убитые, они, ну, выпивали какие-то вот, ну, напитки. У этих торговых автоматов. Чем убийца мотивирован травить эти бутылки? Но прикол был такой, что все убитые жертвы были мужчинами и специально травляли только один напиток. И у него ходила такая репутация, как мужской напиток, там типа даже у него реклама такая была, типа в то время. И когда умерла, ну, и когда появилась первая женщина среди жертв, типа убийства прекратились. Но также еще связали эту тему с тем, что, ну, с чем еще, почему еще прекратились убийства, потому что начался учебный год. Снова эти студентики и дети пошли в школу. Соответственно, ну, как бы там вывода типа 2 обрисовалось. То, что убийца просто школьник, который начал дальше ходить в школу. Во второе, то, что убийце стало стрёмно из-за того, что из-за него погибла девушка. Ну, типа, невинная, так сказать. Для убийцы, видимо, ну, все парни были в чем-то виновны, а в его восприятии, типа, девушка была, ну, типа, случайной жертвой, и ему стало, ну, как-то это совестно, и он прекратил убивать. Ну, что-то такое непонятно. Ну и потом еще также японцы начали проводить политику обязательную в плане торговых автоматов, такую, чтобы, ну, они не пили у оставленные бутылок, там прочее, много предупреждающих знаков стали вставлять, там прочее. И производитель того напитка, ну, сделал кое-какие меры по, ну, бутылированию воды, так, чтобы его нельзя было открыть, и крышечка стала металлической, чтобы его нельзя было шприцом пробить. А так при других случаях, если он будет пробиться слева или справа, там, с какого-то сбоку, ну, там, типа, это, ну, палевно, короче, легко определить, что напиток отравлен. Видимо, ранее они просто откручивали как-то беспалевно, наливали дерьмо и закручивали, и оставляли просто. А теперь этот напиток стал больше походить на, типа, ну, обычную крышку от пива, знаете, вот, которая так вот открывается, которую, типа, нормально не откроешь, не сломав крышку как-то. Угу.
И дверь открытая стала. Ебать. Так, мой друг сидел дома со сломанной ногой и менял провайдера, я ему приносил на флешке разные игры. Ну, на свой вкус. Я понял, что он боится хоррора. Принес ему Атлас, как он орал в моменте с генераторами, орал, уйди, шайтан, я ухнул. Да уж. Привет, Субханир Неогин. Хай, hello, привет. Не знаю, кто вы ударит, то меня только это шо. I'm from Russia. From Republic of Sakhalin. Представляю. Ну я как будто поступаю правильно, спрячусь здесь. Если я выйду, мне трахнут в жопу, очевидно. Сразу выхожу в этот момент. Не привлекла эта перспектива. Но я думаю, надо выпить что-нибудь другого. Энергоусов там. Это же седативное мне захерачено. Да мне травили, блин, ублюдок! Спаси меня, сука! Нереалистично. Not realistic, bro. Why they don't help me? Или как, я типа должен, наверное, по-английски на базаре. Oh my fucking god, why? Ладно, походу придется лечь спать и проснуться с мужиком.
Блин, стрёмно, конечно. Загрузка. 3:18 ночи. Меня седатировали. Ох. Так, неужели... Вроде бы я же специально тебе сказал никого не будить, а? Ты делала всякие разные, типа, тупые шумы, чё? Упомянуть о кофемашине. Почему твои глаза такие красные? Ты чё, прикалываешься надо мной? У нас нет никакой кофемашины здесь. Оно прям тут. Окей, окей. Я слышал достаточно безумного дерьма от тебя. Ненавижу свою работу. Давай, Джо. Блять, Джо, пожалуйста. Да Джо! Меня, сука. Оно тут нахуй. А, показать кофемашину? Ё-моё, ты чё? Да ты... Этот говнюк там, прямо в комнате, вы чё, прикалываетесь, что ли? Он там даже дрочил в ней, слышно было. Вышел. Я клянусь Господом, оно было прямо здесь. Я сказал, иди назад сейчас же. Ты что, меня не слышал? Иди обратно в свою комнату и не выбирайся оттуда. Я видел челика у кого-то. Он, видимо, из моей комнаты вышел. Вот сука. Так меня трахнули или нет? Непонятно вообще. Как будто бы да.
Этот мужик просто самые криповые вещи. Окей. Блин, жесть, короче. Серьезно, просто вернуться в комнату свою сраную. Видимо, существует какая-то закономерность действий. И опять засыпаем. Hello? Субханир Ниоги. Hello. Как мне заказан дизайн? Хорошо. Я же работаю официально. Ну, надеюсь, официально начну работать скоро. I don't know what that mean, Lauda Branch, and sorry man, I don't want to say something like Окей. Летай на неразглашение. Покажи ласт работу. На ноуте. Но пока там нет никаких тайн неразглашения. Заказы как заказы. Вот что новенько для меня, нагрудные знаки стал делать. Блин, что-то очевидно не так. Таблетос какие-то. Требуется в это. It's slang? А, окей. Hello to India. Это в виде чего символика? Ну там нагрудные знаки разные, там типа почетный гражданин, там и так далее. О, кстати, вот... А, это голова болела. What the fuck?
Да я жду, когда он съебется. Или когда ворвется. Отодвинь микробус. Что? It was fun. Кто это? Пожалуйста, откройте, мне нужна помощь. Что вам нужно? Мне нужна ваша помощь, пожалуйста, откройте дверь. Нихуя не делать. Я знаю, что ты там. Пожалуйста, уйди, блядь. Мне нужно просто с тобой поговорить. Я клянусь, я не коп. В смысле, блядь? Это типа что, блин? Это что, я такой, ты не коп? Ну ладно, заходи, конечно. Да уж. Пожалуйста, уйди. Или я звоню полиции. Боже, нахуй. О, боже мой, серьезно, и все заново? Ой-ё, твою мать. Зачем ему отдался просто? Да я хотел дверь закрыть туалета и уйти просто. Ну и дерьмо. Да, сложно.
Сохранение, конечно, максимально ублюдские в этой игре. Смотрел что-нибудь достойное? Достойное... Так, что было? Что я такое смотрел в последнее время? Ну, типа, если из ужастиков, то, наверное, Паутина страха, как-то так называлось. Там еще этот актер играет из пацанов, Homelander. Там играет довольно-таки неплохой. Там прям картинка офигенная сделана. Операторская работа крутая. Что-то типа Паутина страх, короче, как так называется. Не смотрел, но Гуфовский советовал. Гуфовский. Да, он прикольный. Довольно прикольный. Еще Варвар крутой. Смотрел с женой, вспомнил. Просто они немного как будто похожи. Но, короче, ну, Варвар крутой тоже. В Паутине страха вполне себе, да, Варвар тоже. Я смотрел норм ужастик 1, 2, 3, но демон. Фанат хорроров? Смотри-ка. Барбарьян не зашел. Да ну, как помню, вообще прикольный. Я на канале сижу 24/7 хоррора. Уже все, что можно, посмотрел. Нифига себе. Чокнул новую пилу, как мы это смотрели в детстве. Не, ну, в начале своего пути пила реально была прикольным, крутым хоррором, умным. В том плане, что у него даже какая-то философия была, какие-то свои понятия. Даже пила вторая типа, довольно-таки интересно смотрелась. Но потом, конечно, все просто конвейер скатилось, и ну, самоповтором занимались просто. Одни и те же приколы. Там тоже сюжет есть. Ну, как бы то ни было, оно выжато из пальца, я считаю. Ну, как-то слишком они стараются из этой истории что-то еще выжить. Как по мне, там уже оно все. Все, что можно было, рассказывал и так далее. Вот во что они еще не ударились, так это в какую-то там типа сверхъестественную срань. Что, например, там типа кукла пилы имеет этот, как его, дух убийцу пилы и там прочее. И там эта вот кукла превращается там в куклу Чаки или что-нибудь типа того.
Пункт назначения 2-3 норм. Но потом сколько частей? 11-12. Серьезно? Так много частей сейчас? Охереть можно. Даже Куклачаки 2. 2 сезона сериала. Ну вот видишь, старается как-то, ну... выжить больше стараются из франшиз всяких. Лютый дефицит сценаристов, да. Они еще и забастовки устраивают сценарист. Сложно быть сценаристом, да. Придумывать всякое. Так сказать. О, Супермен. Класс. Механические монстры. Да вообще не понимаю этого говна. Тоже. Нихера не этим говном занимаются. Вот, например, тот же... Не то чтобы книга, долбанный Макс Пейн, например. Чё они вообще? Какое-то говно про Валькирии, там что-то высрали вообще. Какая-то мистика там сраная. Сверхъестественное дерьмо. Да, есть по Максу Кинч. И он довольно-таки есть всратый. Я бы сказал, очень всратый. Вот, сука, вышла, ну, смотри. Пошел. И куда он пошел? Крутится вокруг тут, а? Здорово, ублюдок. Я вижу тебя. Да меня убивают. Я второй раз умер. Сука. Блин, хорошая попытка.
М. Не, ну мы с Максом Пейном просто лютая хрень какая-то была. Как же, блин, ненавижу этих тупых режиссеров и сценаристов, которые хотят максимально выебнуться, но по-другому не скажешь. Просто вот есть сюжет уже, сука, просто есть сюжет. Возьми да сними его, и все, господи. Просто переведи то, что случилось в игре, в бумажку. А из бумажки актерам. Или просто пускай актеры, сука, поиграют. Или типа того, я не знаю. Ну серьезно, это же максимальный бред. Актеры поиграют в игру, ну да. Этот же, как его, Ведьмак же играл. Он же вообще супер геймер. Вот всем им надо брать пример. С Криса Хемсворт. Или как его там звали, забыл уже. Кевилл, да. Кайл крутой. Он еще по Вархаммеру типа фанатеет вроде бы. Ну и пипец, конечно, не уснуть, ничего. Он свою роль Супермена чуть не проебал во время игры в WoW. А, да? Серьезно? Капец. Прикол. What the fuck? Типа лягу спать. Передержал долго. Сделал чай. Hello. Кто это? Пожалуйста, открой дверь. Да. Я знаю, что ты здесь. Пожалуйста, уйди.
Круто. О, этот день я нахожу очень странным. Менеджер. Менеджер решил не привлекать полицию и боялся, что это повлияет на репутацию мотеля. Я верю, что и после этого я больше никогда не делал длинные дорожные путешествия. И всегда покупала билет. Да. Ну, вот такая вот игра. Вроде бы как все решилось хорошо. Но я вышел. Да, советские двери он бы не выломал. Долго бы с ним ебался просто. Всех бы разбудил. Игра Рауля. Рауль. За 2 часа игру затащил. Да не, меньше, чем за 2. Это уже вторая игра от Fears of Fathom. Ну, блин. Я думаю, что 3-ю стоит поиграть завтра. Сейчас уже как будто поздно стало. Есть еще... Короче, есть 3-й эпизод, которую я играл давно. Но я помню, в чем там прикол был. Могу коротко рассказать, там, в чем прикол вообще этой истории была. Но есть еще 4-й эпизод, который я не играл. 4-й эпизод, вот он мне интересен. Он круто, по-моему, сделан. Он похож на этот... Как там игра называлась-то? Типа... Короче, там про чувака, который стоит на вышке и смотрит за лесом. Что-то такое. Игра такая тоже была раньше. Она тут тоже триллером была. Каким-то прикольным. Так она и проходит в среднем ребутай деньги в Steam, если бы успел до 2 часов. Firewatch, да, Firewatch. Вот 4-й эпизод похож на Firewatch. Вообще. Ну, прикольный сборник ужастиков Fears of Fathom. Прикольный. Хороший. Да. Вот. В общем, будем завтра проходить 4-й эпизод. И если закончим пораньше, то может быть какой-нибудь запасной хоррор подготовлю. Не знаю. Ну, в общем, как бы то ни было, заходите в Discord'оч. Там предлагать свои варианты. В Дискорде, кстати, куча народу прибавилось. Очень много новичков. Сейчас там 243 человека. А было нас 74. Ну, в общем, нормально. Стримершу чекни от студии Шиншилла, типа Chills Art. Да, надо бы. Только оно не страшное. Да хер его знает, кому как, типа, знаешь. Может быть и будет стрёмно. В общем, да, чекну. Оно смешное. Смешное. В общем, да, чекну. Напишите, скорее всего, вот в этом, в Телеграме, в какую игру стоит пройти в плане хоррора. В комментарии под последним постом. Последний пост как раз таки про стрим. То, что я начал стрим. Этому оповещение в начале стрима выпускаю. И всякие разные интересные новости, мемчики и тому прочее. Новости в плане только сферы развлечений, такое. Чисто прикольные вещи улаживаю. Ты все прошел, да перестань. Я много чего не проходил. Особенно из последних игр-то.
Я там еще, кстати, вылаживаю, что я кушал на обед. Да. Я вот, например, на обед сегодня кушал супчик. Супец. Сейчас покажу супчик. Вот. Там на работе столовка есть. Вот. И там, короче, всякую разную еду дают. Самая офигенная еда, которую там мне давали, это пюрешка была. Мой в первый рабочий день. Пюре с курицей. Ядрить, жестко было. Вообще нормально. Я вот кушал красную смородину и гречку с куриной грудкой, потом витаминчиков ебанул и все залил зеленым чаем. Запил зеленым чаем. Жесть. Меня на работе не кормят. Ну, там столовка есть, что прикольно. Меня это прям приятно удивило. Там, короче, в общем, есть повар. И она готовит для всех сотрудников, типа. Там большие порции, она прям, ну, такие еще прям нормально. Короче, есть филиалы, где-то их 3 штуки или 4 по всему городу от этого вот компании. И она вот на всех готовит еду. В общем, сначала там готовит на какое-то количество людей, естественно, для филиальчиков, которые находятся в других объектах. Им пакуют эту еду, и водитель потом отвозит всю эту, весь этот хавчик туда. А вот мы, которые непосредственно находимся там, где вот повар работает в этом здании, прям нормально. Сразу горяченькое кушаем. Самое что крутое, там можно сколько угодно хлеба хавать. Я вот особенно его вот с этим. Вот видите, масло рядом с моей кружкой Overwatch. Капец как хаваю, просто офигенно. Я реально скучал по маслу, кстати, когда находился в Таиланде. В том плане, что вот именно как вот масло с хлебом, там типа есть. Там есть, конечно, масло в Таиланде. Но так, чтобы вот прямо с супсом таким, знаешь, масло с хлебом, там еще такой чили просто. Вообще нормально. Масло вредно. Ну да, но, блин, черт, блин, вкусно. Ешкин кот, вкусно. Я уже мечтаю годами приготовить суп харчо. Ну так лень, готовые обеды. Да. Вода с тестом и арабской едой, которую привез служи Петр. Сало там есть? Я обожаю сало. Ну, что круто, всегда на столе есть масло, майонез, соус чили и кетчуп. Всегда. И основное блюдо какое-нибудь такое в обед. Вот супчик. Там вот сегодня был. Вчера был макароны. В пятницу, прошлую пятницу были пельмени. Фу, ёпт, майонез, да. Хайнс, не бойся. Не Хайнс, а какой-то отечественный производитель, не помню какой. Макеев, наверное. Ну, или я ошибаюсь. Не Макеев. Ну, кто там делает майонеза? Так. Ну, что круто, вот, например, если делается, ну, если подается вот это вот, какие макароны, то они обязательно подаются с этим, с салатиком каким-нибудь. Ну, тарелочка, да, с нормальной порцией, и в углу такая добротная порция тоже салата. Да не кальви, какой-то другой был. И потом еще мясо, оно было типа таким, короче, фарш, мясной фарш.
Соусы самому делать заебись, сметаны, всяких приправ. Да, прикольно. Был один период в моей жизни, когда я делал майонез собственными руками. Это было прикольно. Прикольно. Короче, чтобы сделать майонез, надо яйца и горчица, по-моему. Я уж не помню точно рецепт, но я точно юзал горчицу, яйца и жестко смешивал. Да, по-моему, или уксус. Короче, что-то такое. А, нет, по-моему, горчица не добавлялась. Короче, что-то такое. Я забыл. Она как-то так делалась. Яичный желток и подсолнечное масло. Да, по-моему, что-то такое, да. Ну, то есть, я просто однажды взглянул на рецепт майонеза и такой смекнул. Лол. Да это легко. Да-да-да. Я так же стоял. Можно уксус и горчицу по вкусу. Мазик не сложен, да, мазик не сложен. Мы с детства его делали. Но не целое ведро, но соусы делать, да. Я один раз вручную сбивал, как весь вечер потратил на это. Не, ну я помню, поначалу делал это вручную, потом жена такая, ты чё нахуй? У нас же есть, сука, технологии. На, держи. Миксер мне вручил. Я такой, как какой-то этот туземец. Да. Вот такие дела. Не, ну вообще вот этот вот до майонеза я дошел. А, нет. Я сначала вот дошел до майонеза, а после майонеза я делал уже морковный торт. Я даже это стримил. На ютубе, кстати, есть запись того стрима. Есть. Морковный торт делал. Пиццу готовил. Кукинг стримы были вообще у меня. Был период, когда я делал кукинг стримы. Типа 4 кукинг стрима я точно делал. Было такое. Вот горжусь морковным тортом. Морковный торт это вообще бомба. Офигенная штука вообще. Да. Вот, в общем, бисквиты, все такое, типа, это легко делается, в том плане, что, ну, типа, как обычно. Единственное, что, когда ты вот делаешь этот самый бисквит, ты туда добавляешь орехи грецкие. Ну, такие, которые как мозги. Ты их жестко, ну, промываешь, конечно, изначально. Потом их дробишь, смешиваешь вместе с этой, ну, не мукой, но, в общем, с тем, что ты собираешься делать, ну, как бисквит. И потом все это в духовочку, оно там этовается. Этажерка захерачится, и между этажерками, ну, там, типа, вот бисквит, короче, режешь, точнее, ложишь мазь, крем сливочный, вот этот прикольный. Не от сливочного масла, а с помощью которой этот, как называется? Сыр сливочный, короче. И очень вкусно получается, в общем, сладкий. И даешь вот этому торту простоять в холодильнике. И он вообще жесткий. Блин. Ему нужно простоять, ну, пропитаться. Идея в том, чтобы оно пропиталось. Вот крем должен пропитаться в бисквите. И получается просто офигенно. То есть это такой прям вкус хороший. Морковный торт. Морковный. А, да, главное морковь же добавить. Я забыл. Морковь добавляешь, да. Вот в это вот тесто, где вот орехи. Ну, обычно вот само вот это вот, да, тесто и морковь. Не, звучит так себе. Я когда в первый раз услышал об этом рецепте, я только подумал, блин, походу хрень. Но надо это застримить. И я застримил.
Я стримил кукинг стрим по морковному торту и получилось просто охуенно. Я ел морковный норм. Да, морковный крутой. Вот кажется, как будто бы, что в торте не может быть моркови. Ошибаюсь, прям вообще хороший. Я тыквенный пирог не смог есть, но кто как готовит, но все равно. Ну, не знаю, это, возможно, зависит от восприятия. Типа, сразу как-то предвзято, если отнестись к блюду в том плане, что ты уже, ну, от самого его названия и состава, типа, охуеваешь, типа, такой, фу, будет плохо. То да, наверное, уже как-то, ну, мозг будет сигнализировать, типа, не есть этот кал и будет, ну, давать тебе сигнал отвращения, так сказать. Да. Если бы не сказали с чего. Да. Это также работает. Ну, например, также работает блюда, в которых есть лук. Вот ты, например, дашь чуваку, который ненавидит лук, блюдо, да, какое-нибудь, ну, промолчишь про лук, он будет кушать его, и ты такой говоришь, а там луковое пюре, типа, знаешь, не так, чтобы там ломтики лука было видно, а так, чтобы он, типа, съел и не понял, а ты потом говоришь ему, а там был лук. И он такой, а, да, типа, не скажешь, не поймут, и получат удовольствие. Стопудово. Каннибал в фильме это показал. Тут такое. Там же все такие мясо. Ладно. Пойду я, пожалуй, шпать. Давайте зарейдим кого-нибудь. 7 человек. Класс. О. Закинул на вечер кино в Гудгейме супер-классом. Спасибо. А он такой не любит лука не за вкус, а потому что аллергия. Блин, кошмар. Не, ну я думаю, он бы сказал тогда уж человек, типа, чтоб не сдохнуть наверняка. Давайте я вас закину на стрим к... девушке, которая играет Counter-Strike, и она из Якутии. Помнится, просто она приходила со своими друзьями, меня рейдила тоже. Я с ней играл даже. О, привет, Леха, здорово. Люди единственные животные, которые могут переварить токсин лука. Это факт. Что передать? Передавайте привет и удачной катки в Counter-Strike. Я про КСФУ, если что. Ну да, типа, ну, что поделать. Ну, просто человек кайфует в этой игре. Ну, что поделать. Пожелайте удачи в каточке, там прочее. Я пойду монтировать видео по этим хоррорам, которые я играл. И завтра продолжим играть хорроры. В общем, да. И заходите в Discord. Discord, говорю, в Telegram-канал. Я ссылку уже передал. Там я вылаживаю всякое интересное. И начало стрима я там выложу. Всегда актуальное начало стрима там вылаживается. Будьте в курсе, так сказать. Все. Всем спасибо, кто был. И всем пока. Приятного вечера и спокойной ночи.